Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире новости на канале таджикского телевидения. В студии Улугбек Салимбекзаде. И к основным новостям к этому часу. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Оли Рахмон, принял председателя Волуси Джирган Национального совета парламента Исламской Республики Афганистан Мир Рахмона Рахмони, который с официальным визитом находится в Душанбе. В ходе беседы стороны в атмосфере полного взаимопонимания обменялись мнениями по различным аспектам сотрудничества между Таджикистаном и Афганистаном, а также по актуальным международным и региональным вопросам. При этом лидер нации подчеркнул важность межпарламентского сотрудничества для укрепления многогранных отношений между двумя соседними странами. В связи с сегодняшней ситуацией в Афганистане стороны уделили особое внимание проходящему процессу межафганских мирных переговоров. В этой связи глава Таджикистана отметил необходимость поиска эффективных путей установления прочного мира и стабильности в Афганистане. Президент страны еще раз заявил о поддержке Таджикистаном постоянных начинаний и усилий правительства Афганистана в этом направлении. Указывая на всестороннюю поддержку Таджикистаном инициатив мирового сообщества по обеспечению мира и стабильности социально-экономического развития соседнего Афганистана, лидер нации особо подчеркнул значение проведения в конце марта текущего года в Душанбе заседания высокого уровня форума «Сердце Азии. Стамбульский процесс», председательство в котором возложено на Таджикистан. В ходе беседы стороны также выразили свою заинтересованность в дальнейшем укреплении и расширении взаимовыгодных двусторонних отношений в различных направлениях, представляющих взаимный интерес, в том числе в торгово-экономическом и социальных сферах, особенно с учетом пандемии COVID-19 в сфере здравоохранения. Также было указано на необходимость укрепления правовой основы такого сотрудничества и роли парламентов в этом процессе. В контексте сотрудничества в сфере безопасности особо было подчеркнута необходимость укрепления партнерства между двумя странами в борьбе с современными угрозами и вызовами, в частности с терроризмом, экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков, а также в обеспечении безопасности границ. В завершении беседы основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Оли Рахмон, пожелал народу Афганистана мира, спокойствия, всестороннего развития и процветания. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Оли Рахмон, в своем послании к Маджлисе Оли Республики Таджикистан отметил, что с учетом сложной ситуации в сегодняшнем мире мы и в дальнейшем должны трудиться, чтобы быть готовым к любым возможным проблемам и чтобы народ не испытывал нехватку пищевых продуктов. Для стимулирования этой отрасли Дахканам представляются различные льготы. В соответствии с анализом, среднее годовое развитие производства сельскохозяйственной продукции в течение периода с 1997 по 2020 годы составило 7,3%, а его объем в этот период увеличился в 5 раз. Льготы, предоставленные для развития сфер животноводства, птицеводства и рыбоводства, дали серьезный импульс развитию упомянутых сфер. Например, в 2020 году количество птицеводческих предприятий достигло 181, и по сравнению с 2017 годом увеличилось в 2,7 раза. В 2020 году производство птичьего мяса по сравнению с 2017 годом увеличилось в 4,5 раза, а производство яиц составило почти 1 миллиард штук и увеличилось в 5,5 раза. Количество рыбоводческих хозяйств в 2020 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 35%, а выращивание рыбы в сопоставимый период увеличилось в 2,3 раза. Импорт мяса в страну с 10 700 тонн с 2014 года сократился на 180 тонн в 2020 году, то есть почти в 60 раз. Объем импорта куриного мяса в 2020 году по сравнению с 2017 годом сократился более чем в 3 раза. В 2020 году по сравнению с 1991 годом производство зерновых увеличилось почти в 5 раз, картошки в 7,7 раза, овощей и бахчевых культур в 4 и фруктов в 3 раза. В период независимости с целью развития сельскохозяйственной сферы, в том числе создания и обновления мелиоративной инфраструктуры, освоения новых земель, улучшения мелиоративного состояния земель, обеспечения сельскохозяйственной сферы необходимой техникой, качественными семенами и доступа хозяйствующих субъектов к финансированию были реализованы 22 государственных инвестиционных проектов на сумму более 5,4 миллиарда сомоней. В настоящее время в стране осуществляется еще 7 других проектов на сумму 2,4 миллиарда сомоней. В рамках реализации отраслевых программ
площадь садов и виноградников страны достигла более чем 200 тысяч гектаров, что по сравнению с 1991 годом больше в 2,2 раза. Другими словами, в период независимости в стране было создано более 112 тысяч гектаров новых садов и виноградников, что сыграло заметную роль в защите продовольственной безопасности, обеспечении населения рабочими местами, развитии экспорта и обеспечении сырьем пищевой промышленности. И в дальнейшем увеличение производства сельскохозяйственной продукции является одной из важнейших задач, и поэтому необходимо обеспечить эффективное использование земли и поливных земель, инновационных технологий и развитой агротехники, наряду с этим и создание интенсивных садов. В связи с этим руководители областей, городов и районов, дихканских хозяйств, каждому земледельцу и каждой семье необходимо обеспечить эффективное использование земель, заготавливать и использовать высококачественные семена с тем, чтобы получать до 3 урожаев в год, в том числе и в текущем 2021 году. Результаты самоотверженного труда земледельцев и осуществленных правительством мер сегодня мы видим в изобилии продукции собственного производства. С учетом сложной ситуации в сегодняшнем мире мы и в дальнейшем должны трудиться так, чтобы быть готовыми к любым возможным проблемам и чтобы народ не испытывал нехватку пищевых продуктов. С целью государственной поддержки земледельцев страны и обеспечения изобилия на продовольственном рынке президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, в своем послании к Маджлиси Оли предложил освободить земледельцев на 1 год, то есть в 2021 году, от платежа единого налога на землю. Правительству страны необходимо принять меры для возмещения источника данного налога. Наряду с этим Министерством сельского хозяйства, финансов, экономического развития и торговли, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом, по земельному управлению и геодезии необходимо принять решительные меры для привлечения внутренних и зарубежных инвестиций в сферу организации логистических центров и налаживания в соответствии с международными стандартами качества переработки, упаковки и экспорта сельскохозяйственной продукции. Зумрат Файзиева, Дельшоди Хушвах. Новости. Таджикская нация, имея древние традиции и богатую культуру, внесла достойный вклад в мировую цивилизацию. Такие наши добрые традиции и национальный праздник, как Навруз в Мехргон и Сада, на протяжении истории служили утверждению созидательных духовно-нравственных ценностей. Из этих праздников Навруз самый ожидаемый и любимый. Навруз зародился более 3000 лет назад, и возник этот праздник не на ровном месте, а исключительно по велению самой природы. Именно 21 марта, в день, когда равны день и ночь, наступает новый солнечный цикл, новый астрономический год, а следовательно закон обновления вновь вступает в свою силу. Сегодня Навруз – праздник государственного значения и одна из главных таджикских национальных традиций. И как тысячелетия назад он полон древнейших самобытных ритуалов и красочных обрядов. Навруз в Таджикистане крепко связан с новыми надеждами и ожиданиями, поэтому в этот день принято прощать даже злейшим своим врагам, не ссориться, помогать слабым и нуждающимся. Все это приманит удачу в дом, верят люди. Еще одной доброй приметой считается угощать. В этот день хозяйки жарят особые пирожки с зеленью, готовят нишалу, курутоп, шакарок, пекут самбусу и манты, в котлах дымится ароматный плов и, конечно же, главное блюдо в Навруз – суманак. В праздничные дни проходят народные гуляния, устраиваются традиционные состязания, а также выставки и ярмарки. Навруз является главной и самой красивой традицией таджикского народа. Этот общенациональный праздник сохранился до наших дней в чистом виде. В течение 2 недель, начиная с 21 марта, во всех городах и районах Таджикистана проходят праздничные мероприятия, готовятся особые блюда. Люди ходят друг к другу в гости с семьями, участвуют в общенациональных ритуалах и устраивают уличные представления. Навруз приносит нашему народу не только радость и веселье, а является временем созидания и облагораживания, способствует благоустройству каждой семьи, населенного пункта, города, района, в целом благоустройства нашего края. Уважаемые телезрители, это была вся информация, подготовленная к этому часу. Мы не прощаемся с вами, мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, приятных вам новостей и до встречи.